Ежегодно до начала весеннего сева в районе проводится зональная агроконференция при участии руководителей хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств, агрономов, инженеров, бригадиров и других работников агропромышленного комплекса района. В этом году агроконференция проходила на производственно-технической базе общества «Урал» в селе Ирсаево, где участвовали глава администрации района Ильдар Мустафин, руководитель филиала Россельхозцентра по Республике Башкортостан Айдар Хамадшин, директор общества «Янаульский элеватор» Олег Магданов, директор общества «Олео Кемикс» Руслан Саматов, специалист-эксперт Юсуп Асалбаев и другие приглашенные спикеры. В практической части участники конференции на зернотоке осмотрели сушильно-калибровочный комплекс, ознакомились с организацией работ по протравливанию семян, а также посмотрели сорта зерновых культур, которые возделываются в хозяйстве. На зернотоке сегодня мы хотели показать, присутствующим новые и обратить внимание, что все наши сельхозы и хозяйства в принципе оборудованы новыми семенными и сушильными комплексами. Это большое достижение для нашего района. Практически мы сегодня это всем показали. Кроме того, хотели напомнить руководителям и специалистам растениеводства о мерах по охране труда. Предстоит большая кампания по протравливанию семян, чтобы у нас это все-таки агрессивные химикаты, агрохимикаты, чтобы обошлось все у нас без ЧП, без НЦС, поэтому мы сегодня напомнили, как это должно происходить, какая спецовка должна быть у специалистов и какие документы при этом должны вестись. Далее в машино-тракторном парке ознакомились с новой сельскохозяйственной техникой, проверили их готовность к весенне-полевым работам. В пленарной части участникам конференции представили прогноз фитосанитарного состояния сельхозугодий в нынешнем году. Обсудили развитие рынка зерна и масленичных культур. Более подробно рассказали о представлении сельскохозяйственных субсидий, условиях приемки зерна, порядке финансирования весенне-полевых работ. А также подвели итоги технического осмотра и взаимопроверок готовности техники к весенне-полевым работам. По фитопрогнозу на 2022 год, надо сказать, что ситуация будет складываться не менее сложная, чем в 2021 году. Осень 2021 года способствовала подготовке вредителей к перезимовке. Были, так скажем, оптимальные условия для перезимовки. Соответственно, распространение тех или иных вредителей на зерновых культурах оно будет распространяться. По зерновому клину надо сказать, что особую вредоносность несет вредный клоп-черепашка. Он вредит не только на урожай, но и на качество зерна и семян, получаемых в районе. Так как в Илишском районе сегодня насчитывается 11 семеноводческих хозяйств, и Илишский район является одним из основных производителей семян в республике, и необходимо уделить внимание для защиты своих посевов. При выявлении экономического порога вредоносца необходимо обработать посевы. Наши специалисты в районе мониторят ситуацию и будут при выявлении уведомлять сельхозтоваропроизводителей. По болезням прогнозируем развитие таких заболеваний, как мучнистая роса и ржавчина. Соответственно, при выявлении тех или иных заболеваний необходимо рассмотреть возможность обработки фунгицидами. Распространение этих заболеваний возможно при температуре окружающей среды от 17 до 22 градусов с выпадением осадков в ночное время или росы. Данный прогноз необходимо на складах иметь химические средства защиты растений, соответственно, в данном случае инсектициды и фунгициды, ну и весь спектр для подкормок яровых культур. Таким образом, участники конференции узнали много нового о передовых технологиях в земледелии, также обменялись опытом. На базе ООО «Урал» провели ежегодную агрономическую конференцию, где, в принципе, подвели итоги года прошедшего, наметили планы на год будущий. Планы грандиозные, должны произвести
большой объем товарного зерна в пределах 238 тысяч тонн. Для этого хозяйства должны приобрести порядка 10 800 тонн минеральных удобрений, что составит на каждый гектар 44 килограмма, и провести все весенние полевые работы в сжатые краткие сроки. Мы рассчитываем, что в этом году погодные условия, да, я думаю, позволят нам провести это в течение 12-14 дней. Все это будет закончено. Останутся потом у нас кое-какие небольшие вопросы по уходу за посевами, по борьбе, по мероприятиям по защите растений. Значит, говоря о будущем, хотелось бы сказать, что в 3 хозяйствах в этом году мы намерены сделать демопосевы. Это демонстрационные с целью определения более адаптивных сортов и гибридов для условий нашего района. Это на базе вот этого хозяйства «Урал» будем мы сеять 5 гибридов сои, новые культуры для нас. Также будем порядка 9 гибридов кукурузы. На базе ООО МТС Илишевская будут сделаны демопосевы рапса. Это компания «Пионер», КВС, Сингента, Байер. Значит, кроме этого, на базе КФХ «Елалово» традиционно мы будем закладывать, значит, демопосевы по яровым, зерновым и крупяным культурам. Надеемся, из-за того всего большого многообразия сортов и линий мы для своего района все-таки подобрать 1-2 сорта по зерновым культурам, чтобы в дальнейшем организовать семеноводство и реализовывать хозяйством нашего района и нашей республики. В завершении мероприятия глава администрации Ильдар Мустафин пожелал труженикам села успехов и призвал достойно провести сев 2022 года. Луиза Шарафутдинова, телерадиокомпания «Лиш».